земляки, уважаемые земляки, прошедший 25-й год для нас всех стал очередным годом серьезного испытания на прочность. Хочу отметить, что несмотря на все трудности, на непростую ситуацию, связанную со специальной военной операцией на Украине, а также санкционным давлением недружественных стран, труженики района выполнили все задачи по социально-экономическому развитию района. Итоги прошедшего периода 2024 года характеризуются ростом темпов основных социально-экономических показателей развития. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2024 году составил около 2 миллиардов 132 миллионов рублей, что составляет 102% соответствующего периода 2023 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятия и промышленности составили 378 миллионов рублей с приростом 2% к уровню прошлого года. Объем розничного товарооборота и платных услуг составил 3 миллиарда 36 миллионов рублей и 297 миллионов рублей, соответственно, что составляет 102 и 101% к уровню прошлого года. Мы эти все вопросы комментировать будем, наверное, в конце. Почему? Потому что сейчас прерывать доклад и говорить об этих всех вопросах, наверное, смысла нет. Мы сперва, наверное, прочитаем все и дальше будем комментировать каждое направление, каждую сферу, о которой мы сейчас будем говорить. Инвестиции в ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство. В районе ведется целенаправленная работа с целью привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику района. Одной из основных задач, стоящих перед администрацией района в последние годы, является участие в государственных программах Республики Дагестан и Российской Федерации. Есть очень много программ по разным направлениям, и федеральных программ есть, и местные программы есть, где мы участвуем, где не всегда получается участвовать. Есть вещи, которые не всегда зависят от нас, где нужно софинансирование, большое софинансирование, где нецелесообразно участвовать в программах. Есть местные программы, где софинансирование превышает 50-60%, где мы считаем, что это нецелесообразно ставить свои личные деньги и делать работу, чтобы кто-то отчитывался, когда мы можем сами эти вопросы решить за эти же деньги. Малый бизнес. В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в решении экономических и социальных задач муниципального района, Хунзарский район, так способствует созданию рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения и стабильность налоговых поступлений в бюджете всех уровней. В Хунзарском районе зарегистрировано 942 субъекта малого предпринимательства, из которых 472 малых предприятий и 470 индивидуальных предпринимателей. Из них функционирующие только 497 предприятий из 940. Оборот субъектов малого предпринимательства в 2024 году составляет 822 миллиона рублей. Развитие предпринимательства является приоритетным направлением деятельности администрации района. Продолжается планомерная реализация принятых ранее и новых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов предпринимательства в районе, направленных на реализацию мер по имущественной и финансовой, консультационной и информационной поддержке предпринимательства, которая продолжится и в будущем. Самый больной вопрос у нас в районе, как было и в 2018 году, остается сегодня, и, наверное, я думаю, что будет и дальше, вопрос образования. Это вопрос, который у нас на повестке дня каждый день, и на который мы уделяем особое внимание. Качественное современное образование – один из наших главных приоритетов. Сегодня образовательная сеть Хунзарского района представляет собой 81 образовательных организаций. 20 средних школ, 7 основных школ, 12 начальных школ, 38 дошкольных образовательных организаций и 5 учреждений дополнительного образования. Общеобразовательное учреждение в первую смену обучается 3045 учащихся, во вторую смену 7 учеников в Уркачинской школе. Из общего количества учащихся 39 детей-инвалидов на домашнем обучении. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений 1328. Во всех населенных пунктах доступно дошкольное образование 100%, за исключением Амуши и Рута.
Охват детей до на сегодняшний день составляет 1280. Есть где свободные места, есть где переполненные садики, 234 свободных мест, а в очереди стоят 228 детей. Это в разных населенных пунктах. В учреждениях дополнительного образования охвачено 1140 учащихся. С 1 сентября 2024 года за парты сели 330 первоклассников. Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы образования является сохранность и приведение существующих зданий образовательной организации в соответствии с современными требованиями. Безопасность, антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные условия для осуществления трудовой деятельности. Также в Хунзахе планируется строительство детского сада на 200 мест, это мы уже все знаем. Одна из главных проблем в районе в сфере дошкольного образования – обеспечение его общедоступности. До сих пор остается нерешенной в полной мере проблема дефицита свободных мест в дошкольных учреждениях. Имеется необходимость создания дополнительных мест путем постройки новых детских садиков Орота и Амуши, открытие садов в населенном пункте Накет. Кроме того, 5 детских садиков функционируют в арендованных помещениях – Ортколо, Сиво, Бутра, Мочок и Чондот. Важным показателем успешного развития системы образования является ежегодное участие образовательного учреждения Мирхунзавский район в реализации проекта «Современная школа. Точка роста. Успех каждого ребенка. Цифровая образовательная среда» национального проекта образования патриоты, воспитания Юнармия ТОКС. В 2024 году, согласно квоте, 194 учеников стали участниками программы «Проектория» и «Билет в будущее». Значимым событием для нашего района стало создание первичного отделения общероссийского общегосударственного движения детей, молодежи, движения первых. В общем, образование качество – это не только качество процесса обучения и создания условий, но и результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, уровень социализации выпускников, их удовлетворенность процессом обучения. В Хунзавском районе в 2023-2024 учебном году ГИА сдавали 389 учащихся, из них ЕГЭ 111, ОГЭ 268. Русский язык наивысший балл 86%, химия 73 балла, биология 83 балла набрал Хабибов Зияудин, Ободинская СОЖ. История наивысший балл 84%, общее знание 90% набрала Гитинова Патимат, Хунзавская СОЖ 1. По результатам ЕГЭ за 2023-2024 год количество учащихся, не получивших аттестат, составляет 10,8% против 13% прошлого года, что на 2,7% лучше, чем в прошлом году. По результатам ГИА и ЕГЭ в 2024 году хорошие результаты показали 100% успеваемость, показали следующие школы. Газатлинская СОЖ, Мочевская, Новоутринская СОЖ уже второй год подряд, Ободинская СОЖ, Тагадинская СОЖ второй год подряд, Танусинская СОЖ второй год подряд, Лайлох, Узларосов, Харахей, Хунзах СОЖ 1 и Хунзах СОЖ 2. Эти учреждения, которых показали хорошие результаты. По результатам это все мы потом в конце будем комментировать, эти все вопросы. На сегодняшний день 14 образовательных учреждений обеспечены транспортными средствами, что позволяет осуществить подвоз детей из ближайших школ. Оснащение некоторых школ нуждаются в обеспечении транспортного отсутствия по причине небезопасности дорог. Это такие населенные пункты Накет, Заиб, Хиниб, это где не совсем безопасно возить наших детей. Все здания образовательного учреждения оснащены внешними видеокамерами, системой противопожарной сигнализации. Все образовательные учреждения оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и телефонами экстренного вызова. В 6 школах района имеется частная охрана. И в этом году, если все будет нормально, планируется еще в 5 школах ввести частную охрану. На учете органа опеки и попечительства администрации Мирхунзавский район для получения жилья состоит 62 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. У 54 уже возникло право на приобретение жилья. За отчетный период осуществлен подбор жилых помещений для 2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с комиссией по приемке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провели обследование жилых помещений и составили акты по приобретенным в 2024 году жилых домов, оба переданы по договору найма.
приоритете культурной политики реализация поставленных целей и задач деятельности МБУК отдел культуры Хунзарского района в 2024 году была направлена на выполнение задач, поставленных в муниципальной программе развития МР Хунзарский район, в плане Министерства культуры Республики Дагестан и в плане мероприятий Республиканского дома народного творчества. 2024 год был ознаменован годом семьи в России и годом государственной деятельности Джалалдина Шамхалова и МР Хунзарский район. За 2024 год было проведено более 150 мероприятий, в том числе посвященных республиканским праздникам с охватом зрителей 12 тысяч человек. Поддержку людей, проживающих в ДНР и российских ВОС, участвуют в специальной военной операции, проведены более 15 акций. В рамках нематериального культурного наследия работники отдела культуры провели ряд мероприятий по сохранению и возрождению историко-культурной самобытности жилых традиционных праздников и обрядов. По сохранению и развитию художественного творчества и талантов, творческих инициатив и ведущих творческих коллективов, составляющих основу аварской культуры. По сохранению и возрождению кулинарных традиций. Деятельность учреждений культуры района широкое место отведено таким мероприятиям, как организация и проведение районных фестивалей народного творчества, осмотров, конкурсов, коллективов художественной самодеятельности по жанровым направлениям, созданию исторических реконструкций, театральных постановок, организации выставок работ художников и народных умельцев. Необходимо отметить наиболее крупные мероприятия, которые прошли в Хунзарском районе. 2024 год открыли большим торжественным мероприятием, посвященным Году семьи, торжественное мероприятие, посвященное 110-летию Джалалдина Шамхалова, новогодние праздники для детей, участников СВО и детей с ОВЗ. Фестиваль безвозовых ковров, фестиваль Агитпром «Моя Родина, Россия». В проекте «Большие семейные выходные», «Ночь музея», фестиваль «Дни белой журавли», выставка «Фронтовой репортаж», совместно с Государственным центральным музеем современной истории России были реализованы и проведены в мемориальном комплексе «Белые журавли». Народный ансамбль «Акаров Хунза» в 2024 году принял участие в различных республиканских фестивалях, таких как «Традиционная культура малых народов», Международный фестиваль «Горцы», форум-фестиваль хореографического и фольклорного искусства, фестиваль «Агитпром», «Моя Родина, Россия», фестиваль творческих коллективов, фестиваль «За единство», 38-й Гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей», фестиваль творческих коллективов и во многих других. По молодежной политике в 2024 году один из первых пунктов в плане отдела оказания помощи семьям участников СВО на территории Украины. Проведено более 65 мероприятий. Мероприятия отдела проходят под девизом «Молодежь Хунзарского района против экстремизма, терроризма, наркотиков», в тесном взаимодействии с ДРО «Молодежь Хунзарского района», с волонтерами «Дети гор» и с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». В рамках добровольной благотворительной акции с начала СВО совместно с работниками, жителями, меценатами Хунзарского района отправлены грузы с гуманитарной помощью жителям ДНР, НДР, военнослужащим, призванных на военную службу, по мобилизации военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Отдел образования муниципалитета собрал более 60 ящиков с продуктами для военнослужащих. Здесь много что есть, сейчас перечислять, наверное, мы не будем все оказанную помощь. По мере возможности оказывается помощь всем мобилизованным и добровольцам. Помощь оказана также приобретение дров, угля, обратившимся семьям участников СВО. По состоянию на конец 2024 года боевых действий в зоне специальной военной операции участие принимают более 500 человек, которые являются жителями и выходцами Хунзарского района. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, различными государственными наградами отмечено более 180 выходцев из района. Перечислять тоже мы, каждого человека, которого награждают медалью, орденами или где-то отмечают, мы выставляем в своих телеграм-каналах или в газете. В муниципалитете проведены следующие мероприятия по реализации молодежной политики. Всероссийская акция «Блокадный хлеб», встреча с матерями в доме погибших участников СВО, организация акции в память погибших Крокус-Сити, Всероссийская военно-спортивная игра «Зорница 2.0», открытие стенда погибшим участникам СВО, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», организация Парада Победы, организация Бессмертного полка, автополка
Всероссийской акции «Окна России», «Триколор», «Я гражданин России», организации Всероссийской акции «Свеча», памятник ко дню памяти и скорби, организации мероприятий, приуроченных ко дню флага Российской Федерации, открытие сада памяти, организации Всероссийской акции «Елка желаний». Что касается спорта. На территории муниципалитета действуют 3 спортивные школы: Хунзах, Харахи и Гацадр. Общее количество спортивных залов 21. В этих спортивных школах занимаются общественно 750 детей, 56 групп, 51 тренер. Основные виды спорта: волейбол, борьба, дзюдо, футбол, легкая атлетика, акробатика, бокс, боевой самбо, настольный теннис. В Хунзавском районе создаются условия для развития детско-юношеского футбола. На территории Хунзавского района функционирует 11 футбольных полей, населенных пунктов Хунзах, Убуда, Буцраш, Шотуда, Гацатл, Орота, Арани, Батлаич, Ахалчи, Узларосов. И в селе Харахи завершено строительство мини-футбольного поля. В 2024 году в селе Сио прошло открытие многофункциональной спортивной площадки по проекту «Газпром детям», ориентированной на развитие детей и юношества. Также завершен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селении Хунзах. Главным направлением социально-экономического развития является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. На сегодняшний день район посетили более 250 тысяч туристов. Проводится работа по улучшению туристической привлекательности муниципалитета. 2 года подряд конкурсы проектов местных инициатив муниципальных образований Дагестана муниципалитет стал победителем. За 2024 год по данной программе на туристических объектах Каменная Часа и Мучевское озеро были построены объекты, которые я вам уже озвучивал в начале. Установлены дополнительные предупреждающие знаки на особо опасных участках и бетонные блоки на смотровой площадке. Внимание уделяется и санитарному состоянию туристических объектов. На регулярной основе идет уборка мусора и проводятся субботники. Все места прохождения туристических маршрутов оборудованы урнами и местами сбора ТКО. По статистике, самыми посещаемыми местами района являются Аранинская крепость, Салатлинский каньон, водопад Тобот, мемориальный комплекс Журавли, дом-музей Гамзада Цадасет, Хунзавский краеведческий музей, место Сматлас, Каменная чаша и Мучевское озеро. Особое внимание уделяется встрече и проводам гостей с нашего района. И завершающий вопрос – финансы и налоговая политика. Во исполнении плана мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан и выявлению скрытых источников налогообложения и расширению налоговой базы за счет иных мер совместно с прокуратурой ОМВД России по Хунзавскому району, ФНС по Республике Дагестан, отделом судебных приставов по Хунзавскому, Тларатинскому, Шамильскому району, главного сельского поселения проводится адресная работа с должниками индивидуально, с каждым физическим лицом. В результате проведенных совместных мероприятий поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированный бюджет муниципального района на 31 декабря 2024 года составляет 280 миллионов рублей, что составляет 96% от плановых назначений на 2024 год. Годовые бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены на 91,1%, что составляет 188 676 тысяч рублей. Поступление земельного налога составило 1 264 000 рублей, что составляет 33,7% от плановых назначений. Поступление налога на имущество физических лиц составляет 545 000 рублей, что составляет 31,1% от плановых назначений на год. Поступление акциза на ГСМ районный бюджет составило 63 100 000 рублей, что составляет 107%. Налоги по специальным налоговым режимам госпошлина поступила 2 693 000 рублей. Поступление налога, уплачиваемое в связи с применением упрощенной системы, 12 688 000 рублей. Поступление в патентной системе 155 000 рублей. Почему я особое внимание уделяю налогам, поступлению налоговых платежей? Доклад, который для Айрбека был по телевидению на русском языке, мы закончим. Сейчас
Вот эти все вопросы, которые я здесь озвучил, я думаю, что каждый из них стоит озвучивать отдельно. Почему особое внимание уделяется налогам? И что такое земельно-имущественные налоги? Земельно-имущественные налоги – это налоги, которые платят каждый житель, должен платить каждый житель Хунзалского района, который проживает, у которого есть в собственности земля или имущество, и которые поступают напрямую в сельское поселение, которые тратятся именно в сельском поселении на усмотрение главы сельпоселения, где 31% и 33% мы оплатили наши налоги. У нас же жители все хотят, чтобы дороги построили, у нас жители все хотят, чтобы глава села воду подавал, все хотят, чтобы электричество было, чтобы все было хорошо, а вот никто не думает, что откуда деньги берутся и где, как эти вопросы решаются. Эти вопросы решаются именно за счет налогов. А в сельских поселениях, те налоги, которые я озвучил, эти все налоги идут именно в сельские поселения. Что касается сельского хозяйства, почему мы сегодня озвучили эти вопросы, успехи нашего сельского хозяйства, мы должны учитывать вопрос, такой вопрос, который 32 тысячи населения Хунзалского района, и который 250 тысяч человек посещает наш район. Мы же этих людей кормим, мы же этих людей встречаем, мы же этих людей как-то провожаем. За счет чего мы это все делаем? За счет сельского хозяйства. А где сельское хозяйство Хунзалского района? Вот я здесь озвучил 796 гектаров садов. Сколько гектаров обрабатывается в Хунзалском районе? Ни одного гектара. Потому что это не нужно. Сколько гектаров пашут в Хунзалском районе? Ни одного гектара. Почему? Потому что нам это не нужно. Это мы сейчас так думаем, что нам это не нужно. Мы сейчас строим дома на тех участках, которые наши родители, наши предки создавали участки. А мы сегодня там строим дома, потому что нам тяжело в горы подниматься, легко на хороших участках строить дома. Наверное, нужно 25, 26, 27 год мы дальше программу будем составлять, в том числе развитие сельского хозяйства, именно горно-долинного сельского хозяйства. Не те, которые низменности. Низменности, она плохо или хорошо, они работают. Все жители хотят отдачи от сельхозпредприятий, которые находятся на зонах отгонного животноводства. Там плохо или хорошо оно работает, оно идет своим чередом. 200 тысяч голов мелкого рогатого скота, 13 тысяч голов крупного рогатого скота, там какие-то перерабатывающие предприятия имеются, но а в горах же ничего нету. Мы же не можем, мы же все-таки аграрный район и республика аграрная. Я думаю, что этот вопрос, который у нас будет стоять одним из приоритетов на 25-27 годы. Второй вопрос, который очень сильно волновал всех, начиная с 2018 года, как я сюда пришел, это земельные участки под индивидуальное жилое строительство, выделение планов для молодых семей и так далее и тому подобное. Это все было невозможно в связи с отсутствием генеральных планов. На сегодняшний день цифра может быть не совсем внушительная. 22 сельпоселения уже завершены генеральные планы. Когда говорят 22 сельпоселения закончили генеральные планы, оно абсолютно никому ничего не говорит об этом. А вот когда начинаешь разбираться, сколько лет прошло, сколько труда это стоило привести в порядок генеральные планы населенных пунктов и как это все было завершено, конечно, более 3 лет прошло. Более 3 лет прошло, пока мы завершали генеральные планы. Что такое генеральный план? Генеральный план – это то, без чего ни одно мероприятие в сельском поселении не проводится. Ни школа не строится, ни садик не строится, ни дорога не строится. Все включено в генеральном плане. Все там показано уже. Сейчас, когда любой житель идет и говорит, что вот здесь мне дайте участок на строительство, индивидуальное жилищное строительство, в генеральном плане четко определено место, где можно давать, где нельзя давать. И в 2025 году есть схема территориального планирования района. Ее схему не делали, по-моему, с 2014 года, не меняли эту схему.
В этом году мы мы обязаны ее сделать. Нам надо сделать схему территориального планирования района, где будут включены все объекты, которые у нас сегодня есть, вплоть до того, что, наверное, здесь мало кто знает, как ущелье Батлайчин, где-то там Асапское ущелье, или как это называется, Асатинское ущелье, который прокуратура, природоохранная прокуратура обязала нас включить вот это ущелье в схему территориального планирования Хунзалского района. Вот настолько все объекты, которые у нас есть, они включаются, и нелегко это все делается, не за один день это делается, и не за 1000 рублей, не за 100 000 рублей такие объекты не делаются. Это я к тому, что все говорят, где, куда деньги деваются, что делается в районе. Эти вопросы, которые связаны с бытом наших жителей, это то, без чего мы не можем развиваться, без чего район наш не может развиваться. Без генеральных планов и схем территориального планирования район не может развиваться. Ни газопроводы, ни электрические электропроводы, ничего не может, сети электропроводы, ничего не может развиваться без генеральных планов и схем территориального планирования. Оно должно было быть уже 10 лет назад, эти генпланы должны были быть у нас завершены. Но, к сожалению, так получилось, что пришлось нам вместе с главами сельпоселений, огромное спасибо, надо сказать, всем главам сельпоселений, которые приняли активное участие, взяли на себя ответственность и решили эти проблемы. Думаю, с этого года, начиная с этого года, начнется законное выделение участков для индивидуального жилого строительства и молодежная политика. Мы здесь много говорим, много рассказываем про молодежь, про молодежную политику, а практически ее нету никакой. Абсолютно никакой молодежной политики у нас нету. У нас и молодежь как таковая в районе, она не остается. Они все выезжают за пределы республики, за пределы района. Хотя в районе у нас есть возможности зарабатывать деньги больше, чем за пределами района. Все выезжают за пределы, зарабатывают 100 000 рублей, тратят 80 000 рублей и экономят 20 000 рублей. Хотя здесь можно 50 и 60 000 рублей зарабатывать у нас в районе. Специалистов не хватает. По всем направлениям у нас специалистов не хватает. Есть сельхозпредприятия, которые готовы взять любого специалиста сегодня. Есть договора с вузами, и с педагогическим вузом, и с аграрным университетом, и с педучилищем у нас есть договор. Любого человека сегодня мы можем устроить учиться. Главное, чтобы он отучился и пошел работать по специальности. Был период 90-е годы, наверное, все помнят, все пошли в юристы и в экономисты. Сегодня их отпала необходимость, их не нужно столько юристов и столько экономистов. Сегодня нужны работники, специалисты в сельском хозяйстве, в образовании у нас нужны учителя, мы образование потом отдельно коснемся. В строительной отрасли нужны специалисты. Сегодня же нету работу проводить строительной бригады, Даргин Смага умер, остался Хунзалский район, как без рук остался. У нас нету работников, которые могут работу проводить. Специалистов не осталось у нас. Такую ситуацию, которую нужно возродить, нужно возрождать встречи с молодежью, которые мы раньше проводили в Махачкале. Квартал один раз, я думаю, что, и в то же время получается, что мы охватываем ту молодежь, которая более-менее чем-то охвачена. Они обучаются, они студенты, а та молодежь, которая заканчивает школу, не поступает никуда, вот они остаются у нас практически без внимания. Эта проблема у нас есть, с которой нам в этом году нужно будет бороться. Следующий вопрос, очень актуальный, очень больной вопрос, который мы должны поднимать на этом мероприятии с сегодняшнего дня, с которым мы должны бороться. Все знают вывоз мусора. Плохо или хорошо, мы до сих пор эти работы проводим. Но эти работы проводятся за счет бюджета. Они не должны проводиться за счет бюджета. Есть закон, есть порядок. За все нужно платить. Вы же не видите в Хунзахе переполненные мусорные баки? Видел кто-нибудь? Или где-то в другом месте, где они есть?
Мы потому что их вывозим, мы вам показываем, что у нас район чистый, мы люди, которые, порядочные люди, которые себя преподносим людям как с хорошей стороны. А за счет чего это делается? Это делается за счет бюджета, за счет тех денег, которые нужно потратить на другие цели. На ремонт школ, садиков, на выплаты каких-то других выплат. Мы за счет этого сейчас вывозим и проводим эту всю работу. За счет чего мы воду должны подать? Мы же с вас за воду деньги не берем. Мы должны с вас брать деньги за содержание сетей. Вода же сама по себе к вам домой не идет. Когда где-то кому-то вода не поступает, вы же сразу звоните главе республики, говорите, что у вас дома воды нет. А если кто-то скажет вам, покажите квитанцию, которую вы заплатили за воду хоть в 2024 году, в 2023 году, хоть за один квартал. Фактически никто не покажет. И стыдно, когда, на самом деле, стыдно, когда женщины из Саха приходят домой, говорят, дайте 100 рублей в месяц за то, что мы вывозим ваш мусор. И мужчины двухметровые, которые там 100 рублей за одну сигарету тратят в день, в месяц 100 рублей не могут платить и не дают. Конечно, вот это стыдно. Вообще, я думаю, что вот Айрбеку на телевидении уже не школы, садики мы будем снимать таких людей и будем показывать по телевизору тех людей, которые не хотят платить 100 рублей вот тем женщинам, которые 5 часов утром вы выходите на улицу, за вас это все убирают, ради вас это, ради вашего благополучия это все делают, или те водители мусоровозов, которые в мазуте сидят и возят этот мусор из-за вас, оплатить им 100 рублей, вам всем жалко. А потратить эти 100 рублей там, на сигареты или на бутылку водки или там еще на что-то абсолютно никому не жалко. Вот это стыдно, на самом деле стыдно. Когда видят где-то пакет мусора, сразу все готовы фотографировать и бросить эту фотографию дальше, там, Минтуризм или еще куда-то, вместо того, чтобы поднять этот пакет и бросить в мусорку. И воспитывать людей, конечно, не думал, что у нас настолько невоспитанные люди могут быть. Стыдно, а много что говорит очень стыдно, но вот такие вещи, которые не говорить нельзя уже. Уже вот чаша терпения наполнилась. Предел пришел к этому. Эти вопросы. Все говорят, вот, сейчас тоже вот здесь, которые сидят, ждут, там, какие объекты строительства мы будем строить в Кулзавском районе. А для кого мы это все строим? Для чего? Зачем строить это все? Для чего это нужно нам? Дороги зачем мы делаем? Для чего делаем? Вы посмотрите, вдоль дорог проезжайте. Каждый раз в Харахинской зоне директора школ или главы сельпоселения собирают мусор за вас. За нас, за наших жителей, я не говорю те, которые здесь сидят. Где 30 тысяч. Туристы, которые приезжают, 90% мусора не выбрасывают сюда. Они, если выбрасывают, они выбрасывают урны. А наши жители бросают эти бутылки, банки всякие. Они же должны показать, что они выпили банку пива или там чего-то. Всем должны показывать. Поэтому с этого нам нужно отойти с этой позиции. Нужно уже по-другому относиться к себе и к своим окружающим. Что касается специальной военной операции. Все, наверное, знают, что этот год объявлен годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом защитника Отечества. Огромное спасибо всем жителям, которые участвовали. Кто-то видел, кто-то не видел. Есть в телеграм-каналах некоторые посылки из зон специальной военной операции. Все помогли, все поддержали. И образовательные учреждения, и культурные учреждения, и Министерство труда и социального развития, и все казенные учреждения, главы сельпоселения, села, все поддержали. Огромное спасибо всем, но не забывайте, что мы страна, которая воюет со всем миром.
И вспомните 40-е годы, как наши предки отправляли последние на войну, сами не кушали, сами не пили, все отправляли на войну. И благодаря чему мы победили в этой войне. Я думаю, благодаря той помощи, которую мы сегодня оказываем, благодаря тем минимальным мероприятиям, которые мы проводим, благодаря этому всему мы и победим. Нет, никаких сомнений нет. Вот вы видели, каждый военнослужащий, когда привет передает или там спасибо говорит, обязательно говорит, мы победим. Да, мы победим, у нас другого варианта нет. У нас и раньше не было других вариантов, и сейчас у нас нету. Но есть вещи, которые не всегда зависят от нас. Всем участникам специальной военной операции имеются льготы. Дети этих военнослужащих принимаются на бюджетные учреждения образования в любом направлении. Без конкурса принимаются они. В любом садике, в любой школе, куда бы они ни захотели прийти, абсолютно без какой-либо очереди они должны приниматься. В садиках родительский сбор с этих детей не нужно брать. У нас есть такое распоряжение. Если у вас кто-то берет эти средства, это неправильно. Не нужно давать деньги. Мы делаем все возможное для поддержки этих людей, для семей военнослужащих, которые принимают участие. Да, мы немного что можем, много что, может быть, мы не можем делать. Мы бы хотели много делать, но не всегда это получается. Каждого человека обеспечить дровами, углем и так далее, и так далее. Мы бы тоже хотели. Не всегда это получается. Нет у нас таких сил и возможностей. По мере возможностей мы это делаем. Почти каждому сельпоселению, которые к нам обратились, участникам СВО, мы стараемся делать дороги. Хотя бы маломальское внимание тем родственникам, тем детям, тем семьям, которые остались у них здесь, мы уделяем это внимание. Я призываю вас всех. Вот мы здесь сидим сегодня, да, вот в хороших условиях мы сидим, тепло, светло, никаких проблем у нас нету. А те ребята сидят в окопах, по пояс в грязи, мокрые, холодные, покушавшие или не покушавшие. Вот они за нас воюют. Те люди, чьи семьи остались рядом с нами. И стыдно должно быть людям, которые говорят, что они по своей воле туда поехали. Они поехали нас защищать. Они поехали ради нас, ради нашего будущего. Ради того, чтобы, что такое однополые браки, что такое нацизм, фашизм, чтобы мы этого не знали, вот они воюют там и отдают свои жизни. А мы здесь сидя, некоторые умудряются говорить, что вот они сами туда пошли или там каким-то образом, ничего подобного. Вот это говорят люди не лучше, чем те фашисты, с которыми мы воюем. По-другому их нельзя назвать. По-другому этих людей нельзя назвать. Если так хорошо, если там так приятно, почему вы не идете туда? Почему все туда не идут? Хорошо же там? 200 тысяч зарплату дают. Идите, получайте. Никому же не запрещено. Нет, надо еще упрекать тех людей, которые за нас это все делают. Это касается каждого главы, это касается каждого руководителя, это касается каждого гражданина нашего района. Делать все возможное для этих людей, в поддержку этих людей. Это обязанность каждого человека. Я думаю, что таких людей, которые плохо относятся к участникам или к их семьям, у нас нет. Но элементарно маломальское внимание этим людям нужно уделять. Нужно уделять, и будет правильно, если мы это сделаем. Ситуация с больницей. Я думаю, последние годы более-менее стабилизировалась обстановка у нас в больнице. Те жалобы, которые были раньше, закончились. Отопление работает, питание хорошее, медикаменты есть. Плохо или хорошо по тем возможностям, которые у нас есть. Да, святых людей не бывает. Я думаю, что Расул Магомедович, у вас будут вопросы, зададите вопросы, и он ответит на остальные вопросы, которые будут связаны с больницей. Человек работает 1,5 года, но отношение
Самое главное, что для жителей, для больных, это отношение врача. Нам же больше ничего не нужно. Самое главное, хорошее, теплое отношение врача к пациенту, и все у нас будет хорошо. Я думаю, что Расул Магомедович на эти и другие вопросы нас ответит. Что касается самой больной темы образования. Все знают, в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде дети ходили в школу. В Ленинград все воевали, там никто не знал, выживут, не выживут, 900 дней, но дети ходили в школу. После военные годы самое сильное образование в мире было советское образование. Все боялись ни бомб, ни ракет и так далее, все боялись от грамотных людей. Поэтому получается, что мы сегодня пошли не тем путем, и какое-то отношение, что мы вредители сами себе. Мы не хотим, чтобы наши дети учились. Я каждый раз, может быть, и надоел с этими вопросами. Что такое один ребенок в одном классе? Вот он отучился 4 года в классе, дальше что он будет делать? Вот 5 класс пришел, где 15 детей, он что будет делать? Он же не выживет в этом классе. Все говорят, мы вот с малокомплектными школами хотим воевать, там, экономия денег и так далее. Да, экономия денег это второй вопрос, это третий вопрос. Самая главная задача для нас это образование. Это как этот ребенок будет адаптирован в жизни. Если ребенок до 8 класса учится один в одном классе. Или еще хуже, 1-3 класс в одном классе учится. Вот вы представляете себе, первоклассник и третьеклассник в одном классе, первокласснику дает задание, третьеклассник что будет делать? Или третьекласснику дает задание, первоклассник что будет делать? Почему нашим родителям это не интересно? Почему наши родители не думают о будущем наших детей? Почему не хотят думать? Почему все бросили на администрацию и думают, что вот администрация должна все делать? Почему родители детей, не думая о собственных детях, о будущем собственных детей, они думают о будущем учителей? Самая большая проблема, если ее ребенок уйдет в другую школу, школа закроется, учителя останутся без работы. А то, что этот ребенок потом останется без образования, без средств к существованию, почему никто об этом не думает? Почему мы должны родителям доказывать, что их детям хорошо учиться? Чтобы они жили хорошо, что надо учиться. Почему мы должны этого делать? Я здесь собирал, кто-то помнит, кто-то не помнит, собрание мужчин. Для чего я это делал? Для того, чтобы матери, которые идут в школу, да, матери хорошо там поругают, там ущипнут ребенка, дальше ничего не делают. Они не видят, они видят, какой хороший у них ребенок, а какой плохой этот учитель. Надо с отцом начинать. Чем занимаются наши дети в школе? И чем занимаются наши дети после школы? В компьютере сидят, в телефонах сидят. А дальше что? Да, будут они хорошими телефонистами. И что еще дальше? А где математика, где русский язык, алгебра, геометрия? Когда я один раз в кругу учителей начал говорить, что программы сейчас, детские программы в школе стали тяжелыми, они возразили мне. Кстати, чтобы вы знали, в старших классах математика стала на 30% легче, чем было в коммунистические времена. Где Аспаров? Здесь. Так же? Да. Так же. Базовый. Да. А мы же это все проходили намного тяжелее. И экзамены сдавали мы намного тяжелее. Сейчас не стало тяжелее. Сейчас стало, как бы родители стали отдаляться от детей. Дети оставлены сами себе. Вот в чем проблема сейчас. Родителям нужно, чтобы ребенок в 8 часов из дома ушел и благополучно в 12 часов ночи там пришел домой.
Вот что нужно нашим родителям. А потом, когда в 8 классе, 9 классе приходить, звонить главе, помогите ЕГЭ сдавать, там оценки хорошие получать, ОГЭ сдавать, там это делать. Но нет у нас таких возможностей. Если я сам себе не делаю, я как могу другим делать? Мои племянники же не ходят ко мне, они знают, что я им не помогаю. Почему другие должны говорить, звонить через моих друзей, через моих знакомых ко мне, чтобы кому-то помогать? Не будем им помогать. Не сдадут, ничего страшного, пускай остаются на 2-й год, на 3-й год останутся, ничего страшного. Зато у нас учеников будет больше в классах. Хоть что-то польза от этого будет. И от того, что мы ремонтируем школы, садики, это к образовательному процессу имеет очень маленькое значение. Школы, вообще школы и садики, они как называются? Образовательные учреждения. Наша главная задача – дать образование детям. А если учителей не будет? Сегодня в районе 3 или 4 математика, 2 математика специализированы, остальные переквалифицированы. А кто будет учить наших детей? Сейчас все скажут, что учителя зарплаты маленькие. Ничего подобного. Учитель это призвание. А специалисты в администрации, что вы знали, до 24 года работали за 18 тысяч рублей. С 9 утра до 6 вечера. И отвечали за весь район. За 18 тысяч рублей. 9 часов в день, и каждый день они работали. Ни с кем же ничего не стало. А хорошие учителя получают хорошие деньги. Надо детей призвать к тому, чтобы они поступали учиться. Если нет желания поступать в пединститут, давайте мы в педучилище будем отправлять. Нам нужны хорошие специалисты. Мы будем поддерживать. Дал распоряжение, сказал, кто поступит в пединститут, дам по 3000 рублей. Все поступили на социальный факультет или вспомогательный факультет. Ни одного специалиста нету, ни руссоведа нету, ни математика нету, ни химика, биолога, никого нету. Все поступили на вспомогательные специальности. Потому что легко ни за что не отвечать, приходить в школу и зарабатывать деньги. Нам нужны хорошие специалисты. И мы будем добиваться, чтобы в школах у нас были хорошие специалисты. Вместо 3 нехороших, давайте мы будем брать одного хорошего учителя. Мы будем поддерживать образование, мы всегда поддерживали, будем поддерживать. И вопросы, которые идут, связаны с сокращениями и так далее, так далее, так далее. Не понимаю, я же говорю, я тоже родитель, не понимаю людей, которые детей отправляют в старые разваленные здания, когда рядом стоит новая школа. Ты можешь это себе представить? Родители, которые отправляют детей, насильно которые отправляют детей, принципиально которые отправляют детей, построили школу аранинскую, школа-интернат, хорошая школа. Я думаю, что она еще себя покажет в будущем. Открыли и кадетский класс, открыли, и другие направления будут, и третье направление. Нет, военно-спортивный лицей хотят все детей своих отправлять. Для чего? Зачем жить в этих старых комнатах 800-го года строения, в крепости жить и учиться? Да, когда у нас возможности не было, мы поддерживали, хорошо это было. Нужно нам это было, но сегодня же необходимости нету в этом. А все обсуждают, почему глава района хочет это делать. Слушайте, не ради меня, а ради тех детей, которые туда ходят. Вы посмотрите, комнаты какие в общежитии в этом аранинской школе. Кто-нибудь был там? Потому что это не нужно. В гостиницах нету таких условий, которые есть в этом общежитии. Хотите, посмотрите, идите, фотографируйтесь и передавайте другим родителям, как там хорошо. И немаловажный вопрос – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это все должно начинаться не в армии, ни на ОБЖ, ни на военной подготовке. Это все должно начинаться в садиках и дома. Если мы дома не будем говорить про наших дедов, про наших прадедов, которые
сохранили нам эту страну, которые дали нам эту свободу. От того, что мы в 20 лет или 18 лет начнем детям это все прививать, ничего не получится. От того, что мы сделаем эти окопные свечи, там, маскировочные сети и так далее, это не даст нам того эффекта, который мы хотим. Нам нужно это все начинать с садика. Благо мы должны гордиться этим, где 30 тысяч населения, 38 садиков у нас. Это наша гордость. И столько же школ тоже у нас. 38 школ. Чем мы должны гордиться. А вот выход, который оттуда идет. Если один ребенок идет в класс, он кем должен выйти из этого класса? Он же профессором должен выйти. Если на одного ученика работает, над одним учеником работают 3 учителя, ежедневно, 5 дней в неделю, кто он, кем он должен стать? Он как минимум профессором должен быть. Как минимум. А у нас кто выходит? Один ребенок в выпускном классе умудряется не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Получить двойки. Эти вопросы, которые которым уделяем особое внимание, начиная с 2018 года, сейчас уделяем и будем уделять внимание. Не нужно обижаться. Не нужно обижаться. Я, если принял решение, я и в 2018 году говорил с этой же трибуны, я свое решение не меняю. Ни под давлением друзей. Я отношения могу испортить с друзьями, но решение свое я не меняю. Если я решил пойти на, потому что я просто так решение тоже не принимаю. Мы это все обсуждаем, мы это все изучаем, изнутри изучаем, и только после этого мы принимаем это решение. Но принятое решение мы менять не можем. Поэтому будьте добры, эти вопросы принимайте как должное. Не ради для себя. Вы представьте вопрос о Аранинской школе, 25 детей учатся в одном классе. Классный руководитель получает столько же денег, сколько в другой школе, где 2 детей учатся. А в Аранинской школе, или в Хунзарской школе, первой школе, 25 детей учатся в классе. Они же с родителями работают. Они же после каждого ОГЭ и ЕГЭ вызывают родителей и говорят, работу над ошибками же они проводят. А другие почему не проводят? Другим потому, что это не нужно. Где 2 детей, зачем им это нужно? Из 2 детей оба тройки получили, 100% прошли. А из 25 1 двойку получил, 10% недополучил. Вот и статистика. Мы же на статистику работаем, мы же не на улучшение образования детей работаем. Поэтому у нас очень много вопросов есть. Не нужно обижаться, когда факты я говорю то, что знаю. Почему про малый бизнес затронул я, который раньше не трогал, вопрос. Малый бизнес – это кормилица нашего района. Если бизнес будет работать, людям будут рабочие места. Вот в Годикане работают 5-10 человек, в другом кафе работают 10 человек, еще где-то работают 20 человек. Эти же семьи, которые кушают. Эти семьи, которые кушают за счет этого малого бизнеса. Плюс к тому, если добросовестные хозяева платят еще налоги. Некоторые из них платят налоги тоже, которые поступают непосредственно в бюджет нашего района, которые тратятся непосредственно для нас, для наших жителей. Никуда не уходят они. Они остаются здесь. И в школы, и в садики, и в другие, третьи. В этом году понравилось учителям, когда в конце года дополнительные премии получили. Ахмад, понравилось? А кто отказался от парт, столов, стульев? Фатима Хадисовна, отказался кто-нибудь? А за счет чего это все делается? Это все делается за счет этих денег, сэкономленных денег, заработанных денег. И благодаря этому малому бизнесу, который у нас здесь сегодня развивается, все условия для развития малого бизнеса мы создали. Всю инфраструктуру мы создали. Газ дали, свет дали, дороги дали, воду дали. Все сделали. Рекламу дали, более того.
что Хунзарский район хороший, что сюда можно приезжать туристам. А предприниматели что делают? 10 человек работают в кафе, 2 их зарегистрировали, 8 не регистрируют. А когда мы говорим, зарегистрировали 8 человек, заплатите за них налоги, все обижаются, говорят, у нас нет такого. Как нет такого? Где 250 тысяч человек кушают? Они же кушают здесь. 250 человек, если приехали в Хунзарский район и потратили по 1000 рублей, сколько получается? 250 миллионов оставляют они здесь. Если по 1000 рублей. А в Мучохе этот мотоцикл 20 минут стоит 1000 рублей. И представьте себе, 50 мотоциклов, сколько деньги оставляют в день. И сколько зарабатывают наши бизнесмены. Вы не обижайтесь, я считаю, я работал в этой структуре 25 лет, поэтому налоги и доходы считаю, я очень хорошо умею. Вот эти налоги, которые мы получаем от этого малого бизнеса, это все идет в наш бюджет. Для нас, для развития нашего района. Для ремонта 3 спортивных школ нам сейчас нужно почти 10 миллионов рублей. До 2008 года не ремонтировался вот этот комплекс Расула Гамзатова. Что мы должны делать? 15 лет нетронутые, и при том, он специалист Курам Ахмад знает, без вентиляции построили полы под волейбольной площадкой. Один раз потратил 100 тысяч, другой раз потратил 100 тысяч, 200 тысяч потратил. Они же лучше не становятся. Их же надо снять и ремонтировать. А где взять эти деньги? Нам же от того, что мы хотим, правительство не выделяет дополнительные деньги. Нам дали бюджет, мы должны в рамках этого бюджета дальше жить. Дальше работать должны. И раз коснулся спортивной школы. То же самая ситуация. Когда говоришь, проведите оптимизацию, все начинают бегать, все начинают плакать, искать там подходы, выходы, отходы. Я говорю, слушайте, в 22 году сказал, покажите результаты, сохраню всех. В 23 году сказал, покажите результаты, сохраню всех. В 22 году поднял зарплату тренерам, которых не было в республике ни у кого. Он столько поднял зарплату, думал, улучшится что-то. В 2020 году, вопреки всем требованиям, которые тогда были, не закрыл ни одну спортивную школу. Все работали, все зарплату получали, все дети занимались, все было хорошо. А что мы сегодня имеем? Волейбол. Все. Закончилось на этом. Волейбол там, волейбол тут, детский, женский волейбол. 8 год, 10 год, 12 год и все. А нет еще других. А что? 51 тренеров, которые у нас работают, а чем они занимаются? Этот же вопрос нужно задавать. Этот вопрос должен задавать каждый сам себе. Вместо того, чтобы к моим друзьям, знакомым или куда-то ходить, просить, чтобы их оставляли на работу. Ну, ты посмотри, чем ты занимаешься. Надо же решить вопрос, чем ты занимаешься. По сельскому хозяйству. Конечно, сельское хозяйство нужно развивать. Сельское хозяйство, если не будет работать, мы кормить не только туристов, мы сами себя не можем прокормить. Это главная задача для нас сегодня. Продовольственная безопасность. Период войны – это самая главная задача, продовольственная безопасность. Видели там, сейчас же все говорят, там, блокадный хлеб, блокада Ленинграда. Все, наверное, видели, там, в новостях показывали, как амбар горел в Питере, и все там руками вытаскивали пшеницу оттуда. Да, или когда 100 граммов хлеба давали, 125 граммов хлеба давали в сутки на человека. А где гарантия, что мы этого не переживем, что это до нас не дойдет? Есть у кого-то гарантия? Нет уже никакой гарантии. Спасибо, хочу сказать всем руководителям хозяйств, которые сегодня, кто-то здесь пришел, кто-то здесь не пришел, отдел сельского хозяйства, который поддерживает этот напор, который, тот уровень, который мы взяли. Благодаря этому элементарно много что зачем. Вот под Новый год провели ярмарку.
Мясо на базаре стоит 450 рублей, они продавали по 400 рублей. Было же такое? Было. Баранину тоже, наверное, продавали дешевле. Рис продавали. Это же наша продукция. Это каждый человек думает, а что такое там 50 рублей? Но они же не 1 килограмм продали, не 10 килограмм уже продали. Приглашали туда весь район. Если каждый человек сэкономит по 500 рублей, на этом, это что, не деньги получаются? И все говорят, а что, зачем нам сельское хозяйство, почему это все развивается, почему такое внимание ему уделяется. Это делается для того, чтобы нас кормить. Или здесь примеров много можно говорить. Когда и тушенку мы делали, когда сушеное мясо отправляли, это же сельское хозяйство. Для этого оно и нужно. Или проводятся мавлиды, районные мавлиды, другие мероприятия проводятся, но они не принимают в этом участие. Это же для нас делается это все. Каждый руководитель сельхозпредприятия в каждом населенном пункте отдает деньги. Кто-то в мечеть дает, кто-то на другие цели дает, кто-то на третьи цели дает. Но это все они делают. Это все они делают, хотя в этом году я недоволен ими, потому что 1,5 миллиона заплатили, по-моему, 700 тысяч рублей налогов они тоже не доплатили. Они тоже, видимо, научились от других, начали скрывать доходы. Мы сейчас пересчитаем, кто не доплатил, и за счет 2024 года, в 2025 году эти налоги тоже мы должны восстановить. Без этого нельзя, потому что мы план взяли, этот план мы должны выполнять. Если мы план не выполняем, мы перед людьми обязательно не можем выполнять. Все же зарплату получили в районе. Все получили зарплату. Кто-то даже премию получил, кто-то повышенную зарплату получил и так далее. Это все обязательства, которые мы брали на себя. Хоть мало денег, но все равно же отдали на ремонт школ, на ремонт садиков. Мы же даем, мы же обязательства свои выполняем. Поэтому это касается и... раз сельского хозяйства коснулись, мы перепись животных, которая идет сейчас, биркование так называемое, это касается всех глав, это касается всех жителей района. Весь мелкий рогатый скот должен быть на учете. Весь мелкий рогатый, он есть. Он есть. Все думают, а для чего это делают? Помните, в 2012 году давали дотации на корову. Кто помнит? До начала выплат было 13 тысяч коров. А когда эти деньги начали появляться на горизонте, появилось 20 тысяч коров. Естественно, вопросы правоохранительных органов будут такие ситуации. Сейчас идет тенденция к тому, что личные подсобные хозяйства будут получать деньги напрямую, без участия Минсельхоза, без участия других лиц. То поголовье, которое у нас зарегистрировано, оно идет в единую систему, и оттуда идет оплата автоматически. Каждому кире сколько, мире сколько, кур сколько и так далее, и так далее. Это вся процедура. Сейчас, я думаю, в 2025-2026 году к этому мы придем. Для этого делается перепись, биркование всего крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Этого не нужно бояться, и нужно ее довести до конца. Что касается дорог, дороги мы делаем, инфраструктуру мы делаем, газ. Основной вопрос, я думаю, что все, которые будут задавать в населенном пункте газ, когда да, газ у нас был бы в 2025 году, должно было быть завершение. Ну, началась война. В войне, это мы сейчас так думаем, что война, она проходит мимо нас. Вчера разговаривал я с Мансуром Русланом. Знаете, есть у нас командир бригады, хороший, молодой парень. С ним, когда разговаривал, он рассказывал, один бизнесмен в России купил 36 БМП-3 для их подразделения. Это бизнесмен.
Вот точно так же Газпром и другие учреждения, государственные учреждения тратят деньги на войну. Там же не маленькие деньги идут. Один БМП стоит несколько миллионов рублей. А таких БМП, которые гарантии нет, что она неделю будет работать или 10 дней будет работать. И точно так же Газпром тратит все свои доходы на войну. Они не могут сейчас проводить. Им нецелесообразно говорить, что нам провели газ, оставляя там деньги, отвлекая деньги от войны. Практически все проекты, вот здесь главы сидят, у кого на 80%, у кого на 90%, у кого на 100% они готовы. Проекты у нас готовы. Не нужно думать, что мы там что-то не делаем и так далее, и так далее, и так далее. Когда могли, нам проводили этот газ. Я думаю, война закончится, год-два мы этот... У нас сейчас перенесли на 27-й год газификацию района. Надеемся, что... Все же говорили, Трамп придет, война закончится. Вот пришел Трамп, может закончится война, и мы будем жить хорошо после него. Говорит много о чем, и написано у меня было очень много, и говорить можно о чем угодно. Просто я хотел поставить вопрос жителей, может сознательно, может несознательно, может потом и жалеют об этом некоторые. Когда снег идет, это естественный процесс, он снег если идет, значит на дорогах гололед, невозможно ездить. Это везде, у всех такая ситуация. И сразу начинают звонить там горячую линию, вот у нас там дороги закрыты, вот у нас машины не ездят, там, это же не катастрофа. Это же не вот до Мочоха там 2 часа люди стояли, ну не по вине дорожников, не по вине администрации, по вине нерадивых водителей, которые на летней резине приезжают в Хунзах, мучились там люди. Да, глава села пришел, директор школы пришел, сельские жители пришли, кого-то домой взяли, кому-то чаем напоили, кому-то поддержали, кому-то что-то сделали. Никого не поругали, ничего не сделали, и вечером за 2 часа разрулили ситуацию, распустили всех. Ничего же там не случилось, никто же не умер. Но и вины никакой не было. А то, что снег идет, если снег идет, гололед бывает, все же должны знать. Все едут на Мочох кататься зимой на летней резине. Додуматься же надо до этого. И только у нас в Дагестане такое может быть. Был бы Задорнов живой, он очень хорошо сказал бы про такие вещи. Или пишут, что у нас воды нету. В основном, в каком населенном пункте вода замерзла уже в этом году, в прошлом году, кроме Батлайча, но у них, понятно, они глава, это диверсант. А в других населенных пунктах у кого замерзла вода? Ни у кого же не замерзла. Я думаю, что и дальше не будет замерзать. Да, и благоприятные условия в том числе. Но и те работы, которые были проведены за последние 5 лет. Проведенные водопроводы. Мы же водопроводы не проводим над землей. Мы водопроводы проводим в Хунзарском районе, положено от 90 сантиметров до 1,10 м углубля. А люди, кстати, жители, присоединяются к трубам, думают, летом там 20 сантиметров закопали, чтобы машина не придавила трубу, а потом зимой мучаются. Сами мучаются и соседи мучают. Такие тоже есть у нас. С ними тоже будем бороться. Но сразу не получается. Москва тоже сразу не строилась. Я думаю, потихоньку мы общими усилиями. Просто хотелось вот такие вопросы, которые вы, глупые вопросы, которые пишете. Сперва хоть 5 минут напишите этот вопрос, подождите, перечитайте ее. Они же все равно к нам приходят. Мы же видим эти все вопросы. Все равно они к нам приходят. Мы отвечаем на эти вопросы. Без нас эти люди тоже не знают, Меликов же не знает, почему в Батлайче воды нету. Или Меликов не знает, почему там барашки в степи застряли. К нам эти все вопросы идут, муниципалитеты. И нам отвечать на эти вопросы. Лучше будет... Участки-то они не думают, они когда снег начинает идти, уже звонят, что у них там гололед, дороги нету, что дороги не убираются. Они даже не ждут, пока снег пойдет. Они опережают график. У нас есть такие
некоторые. Поэтому хотим, чтобы вы задавали вопросы сегодня. Вот начальник ОМВД, главный врач больницы, где-то какие-то вопросы могут быть. У каждого из вас должны быть вопросы. Не бывает просто так, чтобы год прошел и каких-то вопросов не было в больнице. Кого-то не приняли в больнице, кому-то не так посмотрели. Я когда пришел в 2018 году, говорил, прекращайте чаепитие в больнице. Было же такое? Пока никто не жалуется, уже с 2020 года никто не жалуется. Спасибо. Видимо, после пандемии чуть перестроились все. Жители перестроились и работники перестроились. Друзья, прямое взаимодействие населения с органами власти позволяет оперативно решать вопросы в разных направлениях и сферах. Поэтому, если есть вопросы, может быть, какие-то комментарии по отчету главы, пожалуйста, можете подойти к микрофону и задать волнующие вас вопросы. Кайтмаз Заларский, председатель Общественной палаты Хунзарского района. Приветствую всех присутствующих в этом зале. Желаю всем благополучия, добра и долгих лет жизни. У меня есть понимание того, что мы в Хунзарском районе имеем много того, что не имеют в других районах. И в это количество объектов можно включить нашу районную, модельную, центральную библиотеку. Действительно, когда приходишь туда, ощущаешь понимание значимости этого объекта как для школьников, так и для взрослых. И учитывая, что туда для проведения своих некоторых мероприятий приходят и некоторые общественные организации Хунзарского района, и все те, кто пользуется и книжным фондом, и значит, организации, которые проводят там мероприятия, конечно же, с благодарностью относятся к руководству Хунзарского района, что сумели создать такой очаг культуры, столь необходимый в первую очередь для подрастающего поколения. Но там есть одна небольшая, на мой взгляд, и вполне выполнимая проблема. Это отсутствие водоснабжения в этом культурном учреждении. И дети, и взрослые вынуждены идти во двор для того, чтобы посетить уличный, значит, туалет. Ну и, соответственно, без водоснабжения там нет и действующего санузла. Я понимаю, что есть большие проблемы в районе, но не решая, может быть, таких, казалось бы, малых проблем, тоже возникает какой-то диссонанс. В связи с этим вопрос, уважаемый Нурмагомед, нет ли возможности в этом году решить эту, на мой взгляд, не самую сложную проблему, и за это были бы вам благодарны все школьники, которые туда приходят, взрослые и представители общественных организаций района. Спасибо. Кайтмаз, хороший вопрос. Знаете, когда туристы начали ездить в Дагестан, самый больной вопрос, самый первый вопрос у них был санузел. Я говорю, эти туристы сюда ездят для чего? Туалет ходить, что ли, они сюда идут? У них другой задачи, что ли, нету, кроме как в туалете ходить. Все, на всех совещаниях, везде. Это реально, которые были вопросы. Ничего нового после этого не сделали, там в районе 2-3 санузла построили, все вопросы решились, и уже никто этот вопрос не задает. Видимо, они привыкли к нашему быту, условиям нашей жизни, знают, что на каждом шагу здесь невозможно туалет делать. Да, Кайтмаз, больной вопрос, это директор библиотеки ко мне обращалась и с момента ремонта. По моему мнению, может быть, я далекий человек от этого всего, но санузел это не самая главная проблема в этой библиотеке. Библиотека называется модельная библиотека. Это суперсовременная библиотека, в Нагорном Дагестане такого больше нету. Там компьютеры, все должно идти через компьютеры. Почему сейчас люди читают книги, через телефон читают книги сейчас? Книги, да, книгу читать надо.
бумажном варианте книгу читают в нашем районе, я сказал бы, сколько там посещений, вам плохо станет, поэтому не буду говорить, 1%. 1% людей читают в бумажном варианте книги. Все перешли на электронный вариант. И библиотеку поэтому мы сделали модельную. Ее нужно развивать, модельную библиотеку. Туда должны прийти молодые наши дети, писать работы. Вот эти школьники должны туда приходить, работы писать, не рефераты писать, коллоквиумы делать, или там другие какие-то контрольные задачи решать, или какие-то просвещения что-то получить. Не поверите, я вот в 23 году, когда был на расуловских мероприятиях в Питере, Москве, Минске, везде я ходил по библиотекам. Везде ходил, мне интересно было, как у других это развита библиотечная сеть. Точно такая же ситуация. В бумажную библиотеку никто не заходит, где книги. Все заходят, где компьютеры, где новая система. Для этого и сделана она. Это современный. Мы же не можем в 18 век обратно перейти. Мы должны в 21 век соответствовать тем требованиям, которые сейчас нам предъявляют. Туалет мы сделаем, туалет не сделаем, но воду мы проведем туда, я не знаю. Туалет делать, это не так просто, так легко не бывает. В таком здании сделать туалет. Был бы там туалет, другое дело. А сейчас воду провести, кофе попить, чай попить и водоотведение делать. Я думаю, что культура, здесь есть туалет. Вот сюда можно ходить. Здесь довольно-таки хороший, чистый, аккуратный туалет. Спуститься сверху вниз и зайти сюда. Я не думаю, что здесь запрещают. А так воду мы проведем, если в этом году получится, в этом году. Мы вообще водоснабжение Хунзаха планируем провести. Я же и говорил, в это водоснабжение это тоже зайдет. Будет водоснабжение каждого дома, каждого жителя, и в том числе это. Махач Магомедович, пускайте этих детей с библиотеки, когда придут, не отказывайте им. Местная администрация, глава Вичучи намного ближе. Уже говорит, что да, цикл не ближе выглядело. Все какое глава, если не сам плачу, но наш просто. Население у меня 1000 человек. 90% сухатик хабон, худ ансу ахлицу ансу определен адаман чазлуха. Устух мсеца хитамс геловал цели кликола, жаб адон вохару, что я житель этого хунзаского. Ислеру бертсин ясара, амал бертсина, хуак арат васу ислер. Ислер харабу кудя чайру неряку тобаха. Ислер буйжо просто сочик асаз вахара сучас хабуду думахас, просто хаучас рихула рухуза. Или ислер кожу остальное все хорошо. Дом незамский холодный документальный фильм, амал бихизоль, то, что творится в районе. И доколан айлух, ваватлух бугиля, вини халта бидон. إن خلورة السود تفسمون يوم كين حاب ينيما. التلاتة ثلا كيان زحمات التلاتة يوم تبوجي كيان زحمات التلاتة سوري كتاعيسان عند السيارة دوجي يعني. نو إمير روخ زمان التلاتة هيج وشيء يقول التلاتة روخ الواقع تجربه. إمير زحمات الجروب كين شيء جروب أنا نيجي أنا развивается. نو مسؤول قدويش просто دي вот ну рак отходу شيء هذا بدري وجبور خلو не очень приятно и вам большое спасибо. Ничего жамат, то хабар бебала, ничего уважан и не буду. Хасабач и генхер живи глава ста, живи руководитель ста, живи директор. Хазан кеда бушвар, никто надо актив, коллектив буду нагаруха. Это же все от них. Нихер зависимо буна. Масубович килик ожогу, это клик абатханиги, квеш абатханиги, ебжо, что творится, это все нихер даваруха. Берег хайругу, это не его заслуга, это ваша его скидугу. Мне кажу, карах конах, его, это не кунар микена. Раз если Адама Фикарубу, Амак и Берцинугиахас, то поговорка есть какой народ, такой правитель. Значит, если правитель долго находится действительно климатическую Абрахату, Бицини, Кола, очень благодарны. Сокюсу Алгию Хадвеш, Асекраму Начи, Кидовичу, но пацан се бачка на трансформатора. Ну, Хасаву Хасил Бочка, а уже фактически Рамоха. Хархинская зона, она действительно, знаю, где зона гибугу, совет гибуг, маскочки, или кяну зона ниги, кяну чани гибугу, харкян, луха, сайт, совет, сортик, эти гибугу, гибугу, параму зири. Хамуши мушури, хайру, слаборос, бугу, баджан, администрация бугу, изана сени, групп, слава, баджани, то какой-то помек не бьет, ты баркада, сахи, удачи.
Баркала Али. Кажется, вопрос отклен уже не читим. Вот ли сала вопрос по-моему баудиница. Ну хоть рад чего баларли не рисовать глава же на воле баудин что-то. Ну то сала отклен уже вообще ничего. Камуларин. Баркала Али. Трансформатор открыл вопрос бугу. Трансформатор, конечно, подъем трансформатор гизан когибихана олвешу завзиги. Может быть, не те я батучунги зантлига трансформаторги, но ситуация бицана харабагался виде хасало отлу смысл ток цеки на абсолютно смысл отловал. Лотлобуге регуляторалги голги бол басфиатл хатулар гон я бобетлиатле лабугара басфиат хатулар гон хасало ток цеки натле цадахагуруни отлу результат богунала адада хасало качази гарун табу юнқуйқат зоналдыго токкисинаму харакенски зонал токсинави жугон ходи кумугана апрел алда бугин коле қайдат лазқумадан хочон инчон худани трансформатор подключит абизе хотя дидаго кудиаб трансформатор киқо тонаги трансформатор гой мачанен оба харакенски зонала токкитлига бугин одинам насрозлатл не совод бадинам гара. Ну, он просто заменяет старый трансформатор, цокиновали переключатель летний на зимний улучшается. Ну, хасало ток, вот цикиновали, хасало ток цикиновали не так олибугу, не лица экономия абонаниру. Пока. Ну, хотел вопрос. Вот лисала за 23-24 год 1 300 000 000 расходов на хунзахрану ну хозда. Абсад богу к завершению и не могу начать нух матлас мучох до к завершению, когда будет идти план до богу нижер проектирование хамишта харахи. Это тоже сразу не делается, год, наверное, будет. Это с бешум кое положение богу харахи саготли богу 1,5 километра. Олда царфлези кулан кеура Ахмад народный нух. Цалкоже положение богу жака олтаса коже положение богу буцрабе. На самом деле до буцура машин адибах навзикани буцрабе кудала захмабаджу жака. Един хидал первоочередной задача суму исана буцрабе нухабизе. А дальше олда цадах проектирование абизе харахи хамуши. Ну с учетом хамиш мушули будет хоги отлубекизал. Поэтому будем надеяться. Поступило СМС-сообщение от жителя села Мущули. Ассаламу алейкум, у меня вопрос такой. 12 декабря 2023 года я задавал вопрос главе района насчет прилегающих территорий к дому участника специальной военной операции из села Мущули. Прошло столько же времени, и вот все, что сделано. Вот есть сопутствующие фотографии, пожалуйста, покажите. Что глава села не подчиняется. Так, прошло столько времени, и вот все, что сделано. Что, глава села не подчиняется главе района? И у меня еще такой вопрос, с таким отношением участникам специальной военной операции, зачем агитировать, чтобы люди подписали контракт? Где Ахмад? Мушули. Аспаров, депутат Адивакцов. Вот это отношение ваших участников? Диножи богу, они рехис бетоги хадру, бачали бачохот, они учат хедбарви, они стали ходве, машина с мужики, и тут эти хор договорю, его просто бачохот, а учат. Прошлый вопрос когда был? Так. Салаки, его вопрос китра. 12 декабря 2023 году житель села Мущули задавал вопрос. С 23 года вот они бетонировали улицу дополнительную. Где Умар Амушинский? Тахир. Чангралс бугуни Морозов Амушин. Идем плюс 5 плюс 7. Все. Бетон дос оказа был ходить, бетон тенге. Шай? Дос он уже кочам и бажарлай. Дос бетон лезе отказали уже Мухаммад ножица босун бетон он уже в улице. Я схадол, они пап, я больше вот так часто. Слушайте, с 23 года
Кигосонат хасер губани мушуна, это что за это? Аллей. Это что за зона такая? Кигосонат мороз губани. Это говорит, это как раз участок был, он сказал. Давайте. Не, нужно говорить, что Джоэля, хеп хозяйство, ведь лично он это, рухойский бачин, хапсарский, я очень думаю, я вот просто хапчи, их кулаки был, и царахарцы был, да, хлеб алды, харани, и сутували, и хан рахин я не могу, хлеб чарити. Это не порядок, не дело, что хлеб порядок, я цунги хапут хрел. Их кулаки царахара, склонники участвуют, ей, одна хозяйка улицы, не дети бачин хлеб очень часто. Летеца Абагалажани, Ахмадин Тазамгана, Бодхахе. Любой ценой, чтобы он ее сделал. Он ее не сделал. И теперь мы будем принимать решение. Я думаю, что 1 куб бетона, вот его килограмм самогибана, это мы сами на месте. Дица был бы на вашем месте, дица у вас в Ордельге, Коэльге, Цанги, Ордельбан, Буцин, бетон, ручную пеленовую. А так мы сейчас решение примем. Просто Майша Богу, мерси, производство гитогидики, Кенес Богу, Чон Толи Богу, Росабет Сина Лачуни Богу. Мэрузда Quati chezi shin heti bak algo mermuz. Ribotsi shayburin uni nokholosi tsen khotulet marta. He problema bukisto ditsarida rosati simachun mekhas. Hada bak se bak bakata dol shorol harul qaydagi utsi. Sadalagi azulay bir arshina bat unude khotolagi rokune shin mörüze. Kalalı kâmata. Öbede misal sivaçuniugu öbede sıtsi. Vagotka hadu qalqun sarası. He bu unar çiqat var şin. Hançı doasan xatafse lepşu inni. Hestiyot mugu hadu sual ros zamatatsa dolşino kiski vraçunu khas. Khulto şorastik aralqum muruzda kapoyto бассейн шихэ русский хомиги таадэ да хайс келтэ парсидэс Баркала сликав соолбугу хептар практически не то что анзи воля кабедибер гедунге дурасармаха вообще хине жел тарада хептарада геჭო ელდას ხადობუგი тарада геჭо дуба ოთხკოლა ოთხბუგი კალახბუგу дамага хин худун худარашинабагаса хин кам худму добасан Ну, хин Карабагаласан это доля накмардасан химбачана хунзаке 30% тлер нежец тумусан самадёгум чахизе эйбоце яказебугине цебесахун эбракаласан это химбачумуро эбу естественно обмеление хин кисикибо конинуне тлхинал эдин тидал дуба балазикола битарбуго суал Бугибагаласан хинги бачунги хорал харун хедла гот дуба хибилалди гамур цоге хордо қаял цибе хорал сибирнал дурарогу но дуба химачни колаха дуба санис бачун хингон нилтер азарго риги хикунуге хозяйстволда 50 рублей гитон шланг бачан дуба хибилал саниве цоквар бачан антли цорат лимонах дуба поэтому хел вопрос ал хозо контролный грозун балая кибе хучи абзиколяли условия. И при том, довго только осенний хазалик и мардас бачар магрун хамдулар бар. Я говорю, поэтому хазалик алды вопрос хадур. Перегон вопрос нечто поднимать дамуго вообще стараться ризикова дура качбел дургун чадар аматля перегон отли араслезе. Перегон машина вот это было халабзе. Одосан бачен жонебоци нетлаби хана 23 года Чикав танустер гитовицу дозулги байтлерги хэтэслинге жон худумгара. Эдна положение буган ниж хадрунгана одина ситуация норса тазавын нижер машимуга ойбетизе но оба хоралар ниж кабажалар хо программа перегон атло ратлал минимумшество ратлал практически ходуне жора. Един кидал нижец хумана предложение Арадский клон машина вот рачизани.
Субсидировать абзи, не арастлези, а субсидировать абзи. И так, анцлер шоуқуат, ғадосамачуны веги, вахпузе гилтунанит асараб, вески рикани, хараб арал чахаби рикани, машинал рачин намного выгоднее. Нежели рикумона экономически выгоднее машинал аншлуску журехизе, чем ғадосанги бачон, соцо ятлижор больше килограмма теряет анцлер шоуқуажани, кинавга арцудовус навнани, целесообразность экономически перевозка выгоднее. Салам алейкум, шағын келізігі. Иларға кола жақасы отчет районных лидеров. Мухаммад Масуд Аджиевич сол низам положительный рақабысында. Он келізігі и кола санай районных росабатты районлыги, авылюгі хисабасылги, авылюгі халталги и иларға колағын киналғы. Orta kalkın, hangi aktörlerin kalkın, eline halda bir adede çok bize bizim orta gidiyor. Diğer ortamı как руководитель, школы руководитель колледжа, а мы же школу, и вот мы кинул директор разрабатывался и подкал из Масука Аджиевича. Ахирда, сонов ахирда кинул школу, фактор вакуум, зан. Кола большинство школ решили нам оборудование баракал для кинезику карты шваны кол по крайней мере там уж школ для зам пишу подарок хесизе пишона и патер баракал толохо образование баракал соцсети бугин клейбу Масуд Аджиевич суал вот могут палестинцы тези мера суал другу упразднение муниципальных районов, сельских поселений и так далее. На стоит иного комментария везде, рад, кому они могут относиться и так далее. И наверное, беспокойство, глупо на Адаму Джане, и тут определенный комментарий, вот ли нам Масуд Аджиевич Парпалов. Я бы больной вопрос пишу. Вообще, Дагестан, Чезаму, Хазибукина, вопрос Чезаму пока Халтулевичу. Но Халтун Хадуки, кино Чезабула, Батлеч Ахмадиц уже ратал, оформил дарную жизнь, так бы агатлял таки, задеялся на коротко, он не бетлеждел ратал, задеялся еще джунугини. Ратал, ростал, если ратала кино участок, карта беругу, 936, 7, 8, 40 году, карта беругу, жив ростал, рат бихи забрал. Олдас Хадубу Кунуцинги, жив саналь закон Республики Дагестан, ахирisi закон 2013 года. Урари хизарун ратал. В пользовании районной администрации ратал собственность ратал Росавазух. Росава жамаату ратал. Ол лицени нахрозулар Роса. Ята халзарулеч ратал Росавазух. Росавазух буцрабугу кихол анш азербу гектар. 4600 гектаров. Буцра. Росав. Соответственно, годинал ратал, нефтер районал дорогу кисикиреву. Жака халдизигарулары. Мушулим, анчик баканал мушулим, садик базинан рат балайз торамат киго содик ратл бату мушулим. Киго содик ратлуш батулем, киго содик бого памятник бого участников Великой Отечественной войны. Кино час бихмат мушули Жану Шарма с левой стороны. Аншкучи хозяин киго соды хатло. Вокруг памятника. Аншкучи хозяин. Сейчас Росорос бетло, сейчас Холо бетло, сейчас Огижу бетло, памятник Аскорин Джоногини. Памятник участникам Великой Отечественной войны. И теперь умузи бара памятник Аскорин киго соды хатло. Але абсцена анси магалда. А районат росте шиви олазын пайда. Жамаатат. Арендаиш хоз бачуне, налогалиш хоз тлоре, шиви халзамни ратлзо. Лицензия халзамларо эдилтал, дилтеро 25-27 года программа Маару Кругел сельское хозяйство ратал халдизаризи. Живи час хадов закреби даму. Кино ратал, умуз ратаниги, аренда ратаниги, содих, анско содих гектар закреби даму живи час хадов. Ну цониги час рагалы колледжу право собственности або на 49 лет аренда тлезе. Ход 1000 рублей, ход 2000 рублей, 900 гектаров вон, по 1000 рублей толы вон, 900 тысяч рублей бачит хмугитло совет алды. Это хорошие деньги для совета Жака благоустройства, для Нусадар Бурушечи совета за 900 тысяч рублей, это хорошие деньги.
Рад халзерлерин чарачын этлер тоги ацалук Абдурахманову. Рад халзерлерин тагалчай. Одиногин жоногине гов шанани районалхай дида коларагалде бугин коре законный кайдал халзигарун хотя бы рад а собственности жамаат кирининонору. Ничего, абсолютно шини хизи хизолору. Что поменяется? Голга халдолюги главберу они гозул представители они будут работать там. Врачи он говорит, старшина ничего, старостами для беговали главами или там наместники для вот это царь. Ну, врачи халдолюги не корят розовать. Абсолютно ничего не меняется. Не для адамат самира бичоне бугингрони гобичона жодоц шимни жуга хабичон жодоц шимни жуга хабичон вот лишби себебиган то 90 годоца властала дамдива карачи героевгон тони катарачи лодино чайруна жиги хударал жодоц шимни пайда гежил розаби жамаат ки дамбазам забарара ледно жацритуна ло ватлец ахмадиц адна харбал ხიგა დამოგიჰელა ჰაბაკი ვიტრუბი, ხალხი ვიტრუბი. ჰანი ის ფიზიალი ხერკი ხალა. ხიგა ცო ფარანი ალბაკი ჰელა. ბეცმუ ნაბარტი სულ ხალა, ოთხ შიოს ოთხ ხა. ჯუდო უმუზ რაშკი და ხოზ კუმგი. უჩას მორხა. რადიხანა როსნა უთი ჭამა. ხალანა რაჩუ ლოხაი უჭანა უთიგი ანტანა რახუნუ უთირია. სპეციალი რახუნუ ნახი. იდეალი დადი ჭუმუგუ ჰელ ჩაი, ნუ ბიჭულა როტაჩას ვაგუ ხოჭი. Ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами вместе все прослушали итоговый доклад главы нашего района Нурмагомеда Масудгаджиевича. Большая работа проделана. Так как я уже второй год здесь, я вижу, какую работу делаете. Огромная работа. Это его личная активная позиция в завершении всех начатых работ и планирования дальнейшего благоустройства нашего района. Ну, в нем, конечно, обязательно участие заместителей, депутатов и всех остальных. Имея такую нагрузку большую, Нурмагомед Масудгаджиевич на сегодня пристальное внимание уделяет системе службы здравоохранения. Вы прекрасно знаете полную сеть службы здравоохранения, она очень обширная, расположение некоторых медицинских учреждений структурно подразделений нашего района – это зоны отгонного животноводства. Даже туда Хасавюрт, Бабаюрт, Кизилюрт, они растянулись. Год, могу сказать, честно говоря, спасибо за то, что нет таких злободневных вопросов. Вопросы, связанные с медициной, с врачами, они есть, они в рабочем порядке решаются все. По сравнению с прошлым собранием, сегодня, конечно, многое сделано в системе здравоохранения. Это в первую очередь за больницей нет долгов. Я больницу принимал 42 миллиона с лишним, сейчас у нас плюс хорошая сумма. Это значит, что начали работать врачи, средний медицинский персонал и все остальные. Планируем мы в этом году материально-техническую базу укрепить. В прошлом году, в 2024 году, к нам прибыло 8 специалистов с высшим образованием. Это 6 терапевтов и 2 стоматолога, врача-стоматолога. Также 1 фельдшер. В этом году у нас полный комплект. Нам нужны специалисты, чтобы работали. Это они совмещаются, конечно, но нужны специализированные, сертифицированные специалисты, врачи, которые должны работать в своих кабинетах. Это врач-эндоскопист, который желудки смотрит, это трансфузиолог, врач-гериатр, ну, так вот по мелочи, и сертифицированный врач-уролог, андролог. Это все в плане, заявки есть, все это выставлено в социальных сетях и на сайте учреждения. В конце прошлого года была программа модернизации
перечного звена здравоохранения. Она принята на 5 лет, 26-30 года. Там очень много модульных ФАПов будем устанавливать в тех населенных пунктах, где они пришли в непригодное состояние. И я думаю, в этом году мы с вами увидим 2 модульных ФАПа, селение Сиух и селение Старая Бутравль. Все эти показатели, которые мы добились в 2024 году, это показатели работы коллектива моего. И ваши отношения, и всех жителей Хунзарского района отношение к своему здоровью. Все эти профилактические мероприятия, которые мы проводили, вы участвовали, и это дало хороший показатель, что у нас в районе есть проблемы по профилю, есть проблемы по прививкам. Я чуть-чуть хотел акцентировать вопрос прививочной работы. Хунзарский район всегда был светским, образованным, интеллектуально развитым районом. Он и остается. У нас высокий процент вакцинации. Это все управляемые инфекции, которые у нас есть, они должны прививаться. Поймите, академики, крутые институты, большие финансовые вложения для создания этих вакцин, это не просто так, которые люди, не сведущие действию вот этих вакцин, прививок, где-то в социальных сетях не так высказывается и идет, а зачем, почему. Ну, у нас есть те люди, которые больше всех кричали, выступали, они в первую очередь прибегают делать, потому что им надо за границу поехать. Вот тоже вот какие-то меркантильные отношения непонятные. Эти все вопросы мы вместе сообща будем решать. На сегодня обеспечение, скажу, да и всех этих участковых больниц, амбулаторий, и всего их у нас по району 50, одна амбулатория среди них, они все обеспечены лекарственными препаратами для оказания первой медицинской помощи. В Хунзарской центральной районной больнице, ну, пока у меня такая информация, что 100% обеспечения теми лекарственными препаратами, которые мы обязаны держать у себя в учреждении. Это перечень жизненно важных лекарственных препаратов, который утвержден правительством Российской Федерации. Так как бывают моменты, человеческий фактор очень бывает. Ко мне часто заходят, звонят, пишут там. Все эти мелкие вопросы мы на месте решаем в нашем районе, потому что за этим стоит здоровье наших людей. И то обеспечение, которое на сегодня мы смогли сделать в больнице, это обеспечение, на самом деле, она пример можно показать другим районам, нашим коллегам, соседям и всем остальным. Ежедневные проверки экспортов фонда обязательного медицинского страхования, они на контроле все это держат. Ну, честно говоря, даже сегодня утром я докладывал, интересовался глава нашего района, как обстановка, если проблем, там все. И так практически каждый день, без выходных, вечер, ночь, это без разницы бывает. Любой звонок, любые там какие-то моменты, это так есть. В основном коллектив работает, будьте уверены, что не только профилактическую работу и специализированную медицинскую помощь наши доктора умеют и могут оказывать в любое время. Спасибо вам за внимание и будем вместе работать. Есть вопросы о здравоохранении? Уже в прошлом году отремонтировали 4-5 ФАПов. В этом году уже идет ремонт 4 ФАПов. И в прошлом году установили 2 модульных ФАПа ЦАДА и ЗАИ.
в этом году Сиок и Буцра. Я думаю, такими темпами у нас в ближайшее время везде будут новые ФАПы. Прежде чем Магомед Гаджи слово дать, здесь пришел вопрос. Ну, читать не получается, не очень почерк, видимо, педагогический почерк идет. Здесь суть того, что почему зарплата не повышается образовательных учреждений, почему правительство республики поднимает зарплату, а в Хунзарском районе понижает зарплату. Что-то я не могу понять, кому в Хунзарском районе понизили зарплату. Если этот педагогический работник, наверное, они должны понимать, что есть установленная ставка педагогическим работникам по расчетам методики, она должна быть 29 тысяч, доп. Образования 32 тысячи. Это у нас каждый год мы доводим до этой суммы. В этом году, тем более, что еще к концу года еще доплату дали. Я не думаю, что где-то понижение идет. Может, этот человек придет и скажет мне открыто, что вот где, кому и снизили зарплату. А почему проводят оптимизацию? Конечно, проводят оптимизацию. Если он может встать, пускай встанет здесь. Вот здесь сидит Гасамбеков Магомед, главный бухгалтер. Когда счетная палата приехала, а где был этот человек, который не знает, почему оптимизацию делает? Мы же показали ему акт, где 45 штатов лишних мы оплачивали в прошлом году. А где этот человек, который написал письмо? Почему он не пришел тогда, не стал доказывать, что эти штаты не лишние? Не один штат, и, кстати, более того, образовательным учреждениям педагогам зарплата идет не из бюджета района. Это госстандарт идет, если кто-то не знает. Лишних штатов я же не держу никого. Всем же вам было интересно, почему у нас лишний штат заместителя. Нет уже ее. Нету лишнего штата, хотя этот лишний штат кушал 200 тысяч рублей сверху. Он и так сидел в штате района, муниципалитета. Разницы не было, там начальник отдела или заместитель главы. Разница в зарплате у него была 5 тысяч или 10 тысяч рублей. Всем же это интересно было. Нет уже этого штата, сейчас никому не интересно. Не уменьшаем мы зарплату никого. И не сокращаем мы никого, работающих людей. Мы более того держим, стараемся держать людей, которые работают. А людей, которые незаконно в штате приняты, конечно, сокращаем. Если нам замечание делать, если мы должны штрафы за это платить, откуда мы будем платить? Это хороший вопрос, только его надо было бы задать, прийти ко мне, если он этого не понимает, или к бухгалтерию пойти, спросить, почему вы такие вещи делаете. Почему? Я же вам сразу сказал, все говорят, вот, мне не нравятся там учителя, мне не нравятся заведующие, мне не нравятся. Конечно, не нравятся мне, которые относятся к своему труду не как к себе домой, не как к своему собственному. Когда построили школу, каждый год идет 10%, 20% превышение расхода электроэнергии. Кому это нравится? А вам понравится это все? Вы же дома так не делаете, вы же дома экономите электроэнергию, а в школе не хотите экономить. Или деньги, которые вам остаются, это что, мои деньги, что ли? Я вас, что вы забираете деньги? Они же у вас остаются. Это не мои. И мы не имеем права снижать заработную плату учителям. Не можем мы этого делать. У нас есть ставка, которая нам дает с республики. Есть майские указы президента, которым мы должны придерживаться. А что касается сокращения, пожалуйста, приходите. Мы, если кто-то не знает, мы дальше тоже объясним. Ассаламу алейкум, уважаемый Мухаммад Мусададжиевич, уважаемые присутствующие. Хотелось бы поблагодарить сегодня за этот отчет. Практически все значимые вопросы сегодня были затронуты на этом отчете. На все вопросы практически были даны ответы. Также, воспользуясь моментом, хотел бы поблагодарить. Здесь, я знаю, присутствуют почти все директора школ, главы сельских администраций. 24-й год для нас, практически для всех, это был очень тяжелый год.
было очень много общественно значимых мероприятий, другие мероприятия и профилактически значимые мероприятия. Но хотелось бы отметить, в 2024 году на территории района преступность даже у нас снизилась почти на 10%. ДТП со смертельным исходом у нас, чтобы не сглазить, в прошлом году ни одного не было. В 2023 году у нас было плачевное состояние, 5 ДТП было у нас со смертельным исходом. Поэтому хотелось бы поблагодарить, и детская преступность у нас уменьшилась. Поблагодарить всех директоров глав за проделанную профилактическую работу. Это не только заслуга МВД, это заслуга всех, которые здесь присутствуют. В основном это директора школы, учителя. Вас хотел поблагодарить за профилактическую работу, которую вы сегодня делаете. Масуд Гаджич, вам спасибо за организацию этой работы. И хочу пожелать в этом году всем позитивного настроя и удачной работы. Ассаламу алейкум. Масуд Гаджич, Азу Магомедович, Хажи Казардинович, Киногу, присутствующий. Анжи, то Арикула Халсанги, Ибула Халсанги, Анжи Несе района, Жамат Хла Халсанги Абеда, и так приятно букана, они видео отчет олда, почти живой пункт олда букана, Арикул Рос, Арикул и туристический объект, и ноу-хау, и Анжи фельдшерский, акушерский пункт, и сам Нижерова Агура, капитальный ремонт, Анжи Епина Бигрекула Халсан, Лигвой Камуго, Берочет, Масуд Гаджич, Бакалов Казер. Росут, да, республиканский нохлук, анаболюк, ну, республиканский нохал Садахко, Халиковик Ахки, Уди Халки Клювана, Ачлик и на улице асфальтирута, Ури Бетаниро Таруна, Сида Халки Абона. Кумикабуна, Аскоевач, Араго, Жиги Цонники, Случайничо, Масуд Гаджич, не только Диегориги, Дида Садах Халки Люги, Халкучный глава Базиги, Жиги отказывали глава воздуги, Росу Жамата следи, сюда рекон халку люгун, вообще результаты карбук. Индивидуальный пример видно, и сам нижется пользуясь случаями диабы, школа их территории алды, бетонировать того нижет школа их территории, около 400-450 тысяч рублей она, нижет халки бетонных легкиха не бара. Лица акции организовать того каждый выпуск за существование школы, Харикалинской средней школы, по 5000 рублей гиабу. Я хочу 10 вачан, то есть 5 вачан, то есть и кумачан. Единан хабун школы по территории. Не анже туалет в Бразилии, анже доба виза, аба визинан хаделюк, ну бюджет района, что конечно не резиновый. Не цветик джамат, варвак алсан, вархаус, поддержка школа, будет садик бука, школа бука, анже ноха бука, а более бука халт и глава из того желания будет иначе, а более халт на резюме. Алхамдулилля, рецава сетинан, сплоченных один халт аргу, глава района ги, росуги, главврачки, начальник отдела ги, директор школы ги, иншаллах халты гитлюны, клювини буку дальше ги. Аллах разительно кем надо сукуни, жей куме каволю, районы куме каволю ги, в первую очередь, Масуд Гаджичице. Бугу Анжи Расул Магомедович, туди Бакалу Бугу и сам Нижерагу. Харикул Фафахе Кумекабура, Анжи Цугиги Бочки, Баджару Бугу, модульный Фафахе, Хотан Алдбуги, зона отгона животного Цеймируги, Эзики Кумекабис, Олюга, Баджару Люга, Несли Кумекабиса. Анжи Си Баджару Жуабида. И Цугиги, ну Халгиругу Сик, Кинабугу Харикулу Сик, анже туристические домик Халгиругу, отдых аризрачены, столовые, кафе, ресторан Бугу, единственный выживу только школыш. Боцраве хон линия алды только что арагу, эмахал боцрав сабак хара, они Исуп Кечо, Исупин главный инженериш, Хамзат Илхалар дида. Хада боцраве хон только что арагу, Харикул Ахти, Токи сон ход унукун адаму. Хотя бы думать о разъединитель гибугу бук, а не кто бичевал. Единственный район Алдбуги, Игоросу буга Харикулык Ахки, он еще Чикалгируги 100% только хватит аволю. Дун, управляющий директор Дагенерго Арсен Гаджис, Хагиону Канешова просто. Анже способствует стабильному обработке обращений вачани,
Если же кроме комиссии, если никакой кабель так барка укинет зигванчи халатун айбалугих. Я заинтересовался, ваяцал, натал по часы. Отцу Сергею Лаватумову, Калш Эзбун Караб Асанахи, Яроста Вороху Мекашу, Мурмахану Сугаджи часы. Шиби Арумбатхана Ниги, Кинесен Пева Арматни, Асазад Вахнавили. Я Эгелда, Свалбу Хадна, Жадуа Арбулюк, Арнох, Шлюк, Инчуэ, Шрезель, Анхайдал, Жак Капитан Лемонт Кишуани, он Абьябитона, но Шречу Хаду, Шрезель и Мекавон Ботлила. Хаваш Адел, Министерство Шуака Члигу, Гуцукисуа. Отцу Суалбугу, Отлис Диаскун, Анхал. In школе Яскункана шеқаргион. Хи индас капи ази оборудование бати угу направление чундун накачулует ам махачкал. Махачкал деги шуана ваги бати. Частный неджо бачкина зрес букунар некира банинсал. Яхлак ияле су угу дер агарчу балда исхана вегон. Кетец алым бажарун чуат уат банинсал бана. Ошо хасил шолар будун хасил шоч унани Чесы коли зарало, что уже туги добрать, он туги чиби говоришь, он уже карал стал уже хизи то свой. У нас уже тафличаги хика мобизи пишет. Суал Жуан или Колал, Саат Лавандович Джаваб. Конечно, благодаря главе, местному главе многое делается во всех структурах села. Садован Сбихизионер, Жендербуги, ответственность Жендербуги Бажариги, отлично хвачугун, капитальный ремонт, практически новый ФАП он построил. Халдукай Гругу, они кинопчай Гругу, все, что связано Хотаном, это зона отгодного животноводства. Та федеральная программа, которая работает по модернизации первичного звена, он обязывает нас взять на баланс землю, здание, все, что там есть. Сегодня ни одной бумаги у нас нету, и как бы и Нурмагомед Масуджадович занимается этим вопросом, я знаю. Когда это все решится, как только будет решено, эти вопросы легче бывает, модульные ФАПы, новые строительства, хотя бы капитальный ремонт там делать. Это два. А вот по оказанию, по оказанию медицинской помощи, сразу скажу, со специалистами, эндоскопистами проблемы. Мы их будем учить. У нас есть хорошее оборудование. У нас есть и для операций, и для обследования хорошее эндоскопическое оборудование. Вопросы есть, но это можно решать и позвонить в детскую республиканскую больницу, ДРКБ и другие медицинские государственные учреждения. Эти вопросы будут решены. Но только для этого нельзя захлопнуть дверь, уходить, не решив этот вопрос. Особенно то, что касается детей, беременных и стариков. Это, я думаю, мы с вами еще увидимся и обговорим. А то, что у нас КТ не умеют читать, я с вами не согласен, конечно. У нас прекрасный доктор Алданова. Она дистанционно работает. Мы ей отправляем материал, который мы получили от аппарата, и она дает. Почему так вот 7 дней, конечно, я не в курсе, я прошу прощения за мою коллегу. И я думаю, у нас есть через 5 минут она будет прочитать, не то, что через неделю. Да, рентгенологи, хоть они стараются, когда читать им тяжело будет. Это обязательно обучение около года. Ну, иншаллах, я думаю, у нас уже на месте он будет не дистанционно, а прямо в Хунзарской ЦРБ будет работать, ну, скоро, можем так сказать. Не уверен, но будет. Самое главное, есть тема для этого.
Так что обращайтесь ко мне, к моим заместителям. Кстати, сегодня здесь присутствует заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, которая вновь назначена. И все эти хорошие показатели, которые мы по сравнению с 2023 годом достигли, это благодаря ее усердной работе. Так что к ней тоже может обращаться. Никаких проблем. Спасибо. 도수 힘이 합쳐서 가스박하라 하면 그시장 발타라도 킬로미터 알바들가 제가 어떤 호상군에 한 4기고 장로 소나미 세기 성공 뭐가 그렇죠 또 하고 제가 사실 사실 아담 풀하를 무서워서 그거는 세기한 하락할 때 돌아갈 때 쉬었고요. 슈퍼를 갖고 이어 가서 동생 먹고 사리 가서 먹고 좀 플라스틱을 하고 하고 야 같이 먹다 다시 먹 소다 as on the show I was a part of the bond with the president and showing the 세기 프로세스 자마 돈 그러면서 아니라 شباب أقول أصحاب الشكل الله يجري خاصة تشعر وخاص بدوز بيت وجوه بيت بشي دوا وكي خارج بيت جو بدوز أسمع مجال هيد بعض الصوت شو ما أقول يوجو كنت تفهم الوقت الشيء هذا بيهون تقول لكم يكونني شو إن أخوات أبغى شو حاجة ندو его хозяйство уридало, его хозяйство было на круглый год. И его хозяйство, его химер, я буду обаячу, и холмы, киберго, и холмский миллион, и хозяйство оба, кто-то мажарларуха. Махамад Бицешивган. Ассаламу алейкум, баркаллаху фикум зигум, особо важно, особо джеш, ханд хажда, баджмелу. Кида обращаться лиги, шахан жо, фижа, коммекаджу, худ жо, ала газетаги, кино фи коммекиону. Хеб исана хан хини, чом машидан дикарахас. ел машина чини нахлес кон ху ана кио машин митл хав нух кион хези нух хаз кумек хез ону бичац хойт латвоя шараха хез ону жеда чо чон ждер фуру гила чо чон ждер аху гила чо сатларас лона ва миллиард миллион хез он нух хаз дих ка жонару яра ону хажнару қара хал булдуз ги бичан нух хез кун хездан баштара маат чон хезебаж мукуда элфен аллах разилхе га вазаигира нух холи ба жуфин малса قارشين كوميكيون خينيست ريجون زاد ريجون خندروست جماعة الحين الله يزيد كنا زبا قالوا يا الله صافي. Было 3 обращения со стороны жителей Хунзакского района в общественную палату по поводу несоблюдения дорожного знака, который висит в Арами, некоторыми водителями района, и утраты контроля над соблюдением дорожного знака со стороны работы дорожно-патрульных служб. Речь идет о дорожном знаке, который висит на углу здания полиции. Знак называется «Остановка запрещена». И его действие должен по логике вещей доходить до угла супермаркета. ДПСники соблюдают только до калитки здания полиции. Дальше они не видят, что определенные водители соблюдают помехи для тех, кто разворачивается со стороны автостанции в сторону кольца, который идет в Хунзак. То есть неоднократно были случаи на грани дорожно-транспортных происшествий из-за того, что видимость теряется, когда ряд машин становится вдоль супермаркета в сторону здания полиции. Поэтому вопрос следующего порядка. Нельзя ли взять под контроль соблюдение этого знака, не дожидаясь какого-нибудь дорожно-транспортного происшествия на этом участке автомобильной дороги? Спасибо. Очень многие, которые нарушали этот знак, дорожный знак, были привлечены и к административной ответственности, и по сегодняшний день тоже повторяются эти случаи. Мы примем меры в отношении этих водителей, которые будут стоять. Мы максимум приложим усилия, начиная с сотрудников. Там даже
вы обратили внимание, что сотрудники тоже там паркуют. Сотрудники полиции есть, которые привлечены к административной ответственности за то, что они там припарковали транспорт. Спасибо. Вопрос не только стоянки перед отделом полиции, вопрос стоянки перед школой. Вдоль забора школы вообще мы хотим оставить тротуар, чтобы там машины не стояли. Это объект повышенной опасности, и впереди машины не должны стоять перед школой. Мы один уже обращались в Минтранс, я думаю, мы дальше обратимся, доведем этот вопрос. Вдоль забора школы машины не должны стоять. И тем более школа-интернат, где 300-400 детей, и эти вопросы мы на контроле. Поэтому это хороший вопрос и нужный вопрос. Мы все прекрасно знаем, что у нас Заир и Накид находятся уже на границе, потому что уже в другой зоне, Шамильский район, до Шамихады. И поэтому не взяли, выделили третьего участкового, чтобы обслуживал это Хили, Заир и Накид. Потому что это самые такие места у нас, вы сами знаете, больше всех нарушений у нас идет из Накид, у вас отмечено, и у нас то же самое. Хунзах из самого населения Хунзах, Хини, Заиб и Накель. Там у нас получается 2 участковых обслуживают. Онух тоже туда входит. Все вместе взятые, ну, да. Получается 2 участковых. Да, 2 участковых. А у нас есть отдаленные участки, например, Харахвинский участок. Полностью этот участок тоже охватывает 2 участковых. То же самое, не маленький участок у нас Гацатинский участок. Гацатель, Малый Гацатель, Узлорусо, Тагада, эти все 5 населенных пунктов тоже 2 участковых. Там нагрузка практически на всех одинаковая. Нету такого, чтобы у кого-то больше было в нагрузке, у кого-то меньше. Есть положенность, каждый участковый должен обслуживать не более 3000 граждан. Но проблемный участок, да, это Заеб и Накель, это проблемный участок и отдаленный участок. Мы там что-нибудь придумаем. Владимир Нурмагомедов, возглавляющий Хуна отчет, районах Абуровки, Абидрак, Абуровки, Халт-Аразов, Кинониди, конкретно Айдар. И отдел помогу Хундах Ростай, Комак Шореши, администрация Сати, Шона Комаков, Шайгурани, Никита Кавари Дегратиди, 136 закон, 136 закон, он Ана, Нухалки, Кинки, канализация, Токи, администрация, офицерский население Тугара. Но Хевкул, Улёда, Норма Магазин, Ростай, он, Офисалак, эти салахи, Комаков, Шайгурани, Нухал, Аджади, Арашхона, Подива, Кава, Войдинго, освещение Лхауна Цейбук, Инчехону, освещение Хачана, Халединго, Кин. Амер, Давагу, Уник, Эйсбук, Уник, Вечный, Турон, Хинул, Анахонда, Хонда, Хибат, Ханакин, Нахмахадустан, Антинанк, километров, Антинанк, километров, Харнох, Кин. Ради упущения, недоделка, по сегодняшний день, человек, описал Хонда Лоха, Хонда, но это большой плюс Абуржоку. Никита Хала, Александр, Клана Асад, он, ну, играл Шедан, но играл Собоки, ну, Богу, машины Башуна состояние. Никита Жбук Арау, Жогет Анау, дорожное управление участок, Анау, Ницкий, Сугира Анау. Фицера, Тадигер, Задерин, Генстан, Амет туристов хватало, Задерин, Амет, жаловая группа. А вам ну, паремогу, показывай. Халак Шогиги, Боги, Озрухи, Бицмина, Харабикецах, Хеда Хор Харубу, Хонда Ханева просто. Около 20 миллионов Федрихон, 23 года Хонда проект на водоснабжение, канализацию в селе Хунзах. Вот Хабура Хала Аулиу, она уже 24 года, где финансирование выполнили полностью Росук, Турбайга Хельсули, канализации Гехал, уже выполнили. Уже это по финансированию баржующие Хала или Ши, Усуру, Гильхепи, Бокуму, она Туй Хаура Хат Охтину, Бакалу, Паким. Обычно себе халт я говорю, мы хотим от Лорашевка, как идем на Руханс, километров, если мы держали,
кинологони, эсиби кинологони, чахялогони, гашбурка джонги бугунаро вадазаборги дуба проекталда 2010 году проект варат литал нужда басвия проекти нельца привезат абон анцкометратл грони уклонежки километрал кинги бачны ултал бачму гара, поэтому Туразан ашука бругуна баркалабу локаваз до абурат ки Махмади баркала задакара локавази баркала шай шагурат линмуго жамаат бачарат лин. Киевли суал по проектам. Проект на водоснабжение, водоотведение Хунзах, Арани там с очистными сооружениями. Киногу проект Богу Шимники Хизара Дугечо. Кино сейчас 23 год на Надежда на год Расула Гамзатова, митку миллиард алды объектал Гарун, где Баркалову Адупада Гаджевича поддержка Габон, проектал Гаруна, смета Гаруна, экспертиза Гаруна, положительное заключение Габон, нового проектал федеральную программу, Ганчик-Схиззаму программа 25-30 год. Они вот того киваланского объекта, киваланского объекта лотов, анцелянского объекта хундири из 50 объектов. Не потому, что связи ботли чугун, зогино отбицони бугун, этлер хукуматылды бугу рах гибугун митку миллиард хунзах районалда хозабилнамыз белер, жака хукуматылды. Пресс ветарамар поэтапно, цоцукун абизе, эпланги эмирамугу кура Махмад, бицини жуги эмирамугу, абиз жуги эмирамугу, раз анжана хунзу гугитл эмирамугу, туш балазяцов канал атлох, вакартах ватибачни бугун жуатлох. Отли абружат того проекталу барал. Об каналги хиззикула, каналги качазикула, об киннаужуги хиззабзикула, об жаха олуцуали векалды бугин биологигуро канализация открыта подри чохуна джуни. Это все в плане, это все в программе. Вачина иншалла дадапкун банчу бугнар. Киназе где баркаламуго акал диабротовки вообще кино заслуга беругуну жамаатахло. Администрация цоки участки аборжи бугнар халди аборжи бугна районар. Кино депутата зигудя баркала жамаата зиглава зигудя баркала активат зигудя баркала кино они матлоб участие принимают абор кино участие зигудя баркала бугу. Тига халди абонишнавдек тига халди абуна. Куда-то тига халди абуна кинацуго. Исана сомбугу неклер объявит там год 80-летия Великой Отечественной победы Великой Отечественной войны и год защитника Отечества. Районар 1 февраля дуба мочок хорита абзибугу открытие года. Цибицевинница год Расула Умгаравцинги, год Шарудина Жамхалова. Вообще, если Тазикова не куда-то бечидал Джаругу, то Шарудина Жамхалова год цоники час абиз колоричевого говина. Жака Патибахне улетчуник, Жака Хидани Талетчуник, Нефица района Жаны куда-то Хигав Халди Гавна, куда-то Кодуки Ауна, абиз Мустахефа Гавна, Подинал Чайник района Амиралу Михлов, ну и Санасон Тумугу как год защитника Отечества. Элькиногу мероприятие Харизе, ежется нужно Ахвалюгу 1 февраля в 10:30 Моджохе. Адам Худжугу. Бажарный цвет, подак. Соцо Ахаракес или Ахаджуги Цалахти Бачу. Слово Бачу Муисков. Уважаемый Максут Гаджевич, как вы знаете, мы в прошлом году поднимали вопрос о посвящении парка имени Хаджи Мурада. Нельзя ли... Уважаемый Бугури, освещение, оно не горит, наверное? Урыш, может не горит она? Освещение же есть там? Внутри парка же светильники стоят. Махамад. Нет, ол шаровидный хизикола, холодзон хизикола, они же горобаншинаки, орундан говорят, этот вопрос мы берем на контроль.